Берем свежий молотый кофе. Только что я его перемолол. 15 секунд назад. Арабика. Вот, значит, джезбе берем тоже такой, который нам нужен, на 2 финджана. Вот это джезбе, 150 миллиграмм. И на 2 финджана мы ложим на каждый финджан наиполнейшую ложку кофе. То есть это примерно 1 грамм на 10 миллилитров воды. И еще одну ложечку сверху, чтобы мощный был хаве. Так, наливаем воду до талии, не более. Ставим на огонь, гулизар. Огонь должен быть, пламя, ровно по донышку. Если мы не подогреем чашку, мы наливаем напиток в холодную чашку, и напиток моментально теряет тепло. В момент, когда напиток начинает подниматься, в этот момент мы разливаем кофе по чашкам. Мы же все время кофе пьем. Кофе – это большая часть жизни. И мне было всегда интересна эта посуда. И уже много лет я собираю джезбе, где не увижу, любой. Там глиняный, стеклянный, там, медный, железный, стальной, там, любой. Я их себе покупал, и мы там, есть настроение, с такого пьешь, есть настроение, с такого пьешь. И потом вдруг возник вопрос у меня почему-то. Джезбе делают где угодно, только не в Крыму. Делать некому же. Знаний нет, мастеров нет. А так как я всю жизнь связан с металлом, то я начал потихонечку, появилась еще в Новороссийске давным-давно, идея создать мастерскую по производству медной посуды. Изучаешь технологию, материалы. Из меди сделано, значит, покупаешь медь, ищешь медь. Оказывается, не из каждой меди можно сделать. Нужно делать из чистой меди, потому что это пищевая посуда. Нужно было найти правильную форму. Потом нужно было узнать, как это делать, как соединялась форма, какая она была. Это столько лет я пытался понять, почему такая форма, как она такой стала и для чего она нужна, такая форма. Потому что изучено было вот это очень-очень старый джезбе. Ему больше 100 лет, 150 лет, потому что он был вообще найден в земле. А естественно, что после депортации тут их никто не делал, никому это 100 лет не нужно было. Вот. Соответственно, это начало прошлого века как минимум. И вот у нас стандартная классическая форма джезбе. И эта форма сложилась именно для кофе. Это посуда для приготовления кофе. И вот только для кофе мы имеем вот такую посуду, вот такую форму. Молоко же мы в нем не кипятим, мясо не варим, только кофе. И выяснилось, что оказывается этот напиток, он очень крепкий, бодрящий, его нужно пить мало, много не выпьешь. Поэтому джезбе стал маленьким. Раньше был такой ибрик большой, в котором варили, потом получилось там на севере Африки, наверное, сегодня варят далла, такая, как у нас хаведан есть, такая посуда. То есть он на джезбе похож, только носик длинный у него такой. Вот. А потом в итоге пришли вот к такой форме. И в Турции она чуть-чуть другая, где турецкая, вот. У них, у турецких джезбе, узкой, ярко выраженной талии нету. Она более прямая форма. И вот здесь оно сильно не расширяется. Вот этот джезбе турецкий сразу можно узнать. А крымский джезбе, он другой. Соответственно, вот у нас сегодня форма вот такая сложилась. И кофе в таком получается исключительно вкусно. В другой посуде его не сваришь так вкусно, он не сохранит свои вкусовые качества. К нам в дома возвращается наша посуда. Задача не стоит
на этом заработать много денег. Вот это сегодня никого не кормит. Вот наши мастера, кто работает, они, вот люди говорят, очень дорого. Любого мастера возьми, там, Али Умеров или Рифат Куртвелиев, у них есть еще какая-то дополнительный заработок. Вернее, это дополнительный заработок. На этом не заработаешь на жизнь, потому что это нужно организовывать уже какое-то производство небольшое, чтобы был объем, и тогда на этом можно заработать. Тогда, чтобы была цена, чтобы каждый мог себе позволить себе там, ну, она должна стоить тогда 1500 рублей, 1000 рублей, да? Тогда купит каждый. Но, чтобы организовать такое производство, нужно потратить очень много денег. Где возьмет деньги этот мастер, чтобы купить станки, оборудование, поставить людей, организовать процесс? Мы не можем тягаться, предположим, с заводами, которые сегодня производят медную посуду. Это просто каждый мастер просто на голом своем энтузиазме восстанавливает. И им отдельная благодарность, что они этим занимаются. Они просто добровольно тратят свое время, жизнь свою на восстановление вот этой традиции, этой культуры. Я переехал в Крым в 1987 году. Мне было 24 года. Жизнь прекрасна, я взял фотоаппарат, чемодан в руки и уехал. Когда приехал в Крым, после там нескольких месяцев скитаний, мы объездили весь Крым в поисках дома. Остановился я в селе Приветное, Джумайли вообще это село раньше называлось. Там дом купили, там остались. Потом, спустя несколько месяцев, меня такие взяли на работу, нас с другом. Татар же не брали никуда вообще. Колхоз, ты чё, колхоз? Там и милиция приходила, участковый, почему нарушаете, там прописки нет, работы нет, ну как бы сидим. Вот. И в итоге нас в колхоз берут, лошадь мне дали. Потом в итоге строителем был, потом в итоге меня там чуть ли не президентом взяли, я стал токарем. Последнюю свою зарплату брал, мне в окошечко дали в пакете, я вытянул из кассы этой пакет такой, а там был полный купонов, месячная зарплата была, полный пакет купонов. Взяв этот пакет, поехали в Старом Крыму, заняли ночью очередь за бензином, и купил я на эти деньги канистру бензина, и на следующий день я пошел, написал заявление, что я увольняюсь. Уже в Новороссийск, ну там теща, как бы, когда туда-сюда ездишь, она говорит, а что вы там, ну там получше жили люди. Он говорит, вот работа есть, там, какая работа, а любая. Мы ездили туда на стройку, деньги зарабатывали, штукатурили, ну что придется. Начиная с 93-го, получается, 94-го примерно годов я работал в Новороссийске, работали, ну не только в Новороссийске, а по России мы работали. У нас работа такая интересная была. Связанная с металлом, теплоизоляция трубопроводов и оборудования. У нас была организация теплоизоляция, потом стройтермосервис называлась она. Я всегда был и есть успешный предприниматель. Когда появилась возможность построить свой дом, мы купили вот здесь участок, там коробка была недостроенная, построил дом. Ходили по этим старым улочкам, гуляли по Башсараю. Там же, как, там заходишь и раз, и сразу окунаешься. Я смотрю, такой дом красивый, вот старый дом, старая архитектура. И мимо иду, а дверь открыта. Ну, я что думаю, это жилой дом, люди там живут. Дверь открыта, я туда заглядываю, никого нету. Заходить неудобно, мало ли кто, люди там живут. Еще дальше заглядываю, двор красивый, уникальный двор, дворик. Вот почти сохранился таким, как я себе представлял, да? Там виноград, там камни. И тут раз девушка
спускается и говорит: а что же вы стоите, заходите, не стесняйтесь. Оказывается, это такое импровизированная кафешка. Опуская все подробности, мы этот дом купили. Так интересно, просто чудо какое-то. Если бы мне кто-то до этого рассказал, что я куплю этот дом, мы купим этот дом, я бы не поверил. А так мы его купили, ну, естественно, было желание сразу я вижу это как мастерскую. Вот, начал думать, рисовать, а потом что-то так жалко стало, он был такой красивый, я думаю, ну вот, дом простоял там 150-200 лет, да, там, а я сейчас возьму, начну его ломать, там, пристраивать что-то. И в итоге так, ну, плавно получилось, что мы решили его сохранить, восстановить, а мастерскую построить рядом. Когда я это увидел, что насколько он красивый, та-да! Вот. Мы решили восстановить это все, эти жилые комнаты, это и сбор информации, и поездки в Турцию. И в итоге вот получился вот такой дом, который стал музеем. Не знаю, музей это правильное слово к этому подходит или нет, но, естественно, мы там не живем, потому что, ну как там жить, да, там все эти мы восстановили как могли, килимы на место поставили, долабы я сделал там, ну, поставил на свои места, восстановил их, ну, такими сделал, какие они должны быть, потому что есть фотографии интерьеров домов города Бахчисарая начала 20 века. Вот. И как бы на базе этой информации я создавал вот эту вот мебель, внутреннее убранство. Я очень долго шел к своей мечте, и я сейчас в ее центре, и я абсолютно наслаждаюсь жизнью. В мире столько вокруг интересного, куда ни посмотри. Ну, во-первых, основная работа, ее, опять же, я говорю, ее работой назвать сложно. Это же не работа, это огромный мир. В этой жизни самое главное научиться получать удовольствие от процесса, не ожидая результата.